Знакомьтесь, это Ридван Камилов. В этом царстве улиток он управляющий и главный человек. Это необычное и интересное увлечение Ридванбея началось совсем недавно. Вообще начиналось как хобби все. А потом это начало перерастать в небольшую ферму. Ну и в том году мы начали уже к этому серьезно относиться, начали привлекать туристов, гостей Крыма, посещать нашу ферму и знакомиться с улиткой. Сейчас на этих угодьях около 2 тонн моллюсков. Когда температура воздуха поднялась до 12 градусов, они вышли из зимней спячки. И сезон улиток в Крыму можно считать открытым. Улитка должна быть одинакового размера, одинакового веса и примерно одинакового возраста. Тогда улитка начинает скрещивание. И все, и через дней 20 каждая из улиток закапывается под землю на глубину 5-7 сантиметров и откладывает яйца. Наш вид, который содержится у нас на ферме, называется Helix pomatia. Они откладывают примерно 60 яиц. Родина виноградной улитки – Южная Европа. Но за несколько столетий это медлительное животное расползлось буквально по всему свету. Римские легионеры брали их с собой в дальние походы, как естественные консервы. Средневековые монахи разводили на грядках монастырских огородов, чтобы пополнить скудный постный рацион. Расскажите какие-то очень интересные факты про улиток, которые вас удивили. Может быть, вас уже, конечно, ничего не удивляет, но все же. Первое, это, конечно, 25 тысяч зубов у такого маленького моллюска. Причем они растут у нее на языке. Зубы на языке? Да. Второе, это то, что улитка гермафродит. Имеет 2 пола, и женский, и мужской. Третье, это то, что улитка, если в течение года или 1,5 лет останется одна, ну то есть если это домашнее хозяйство, где-то в аквариуме она живет, то через какое-то время она может принести потомство. То есть мы понимаем, что она может оплодотворить саму себя. Ну и четвертое, да, уже, это качество мяса улитки. Оно на самом деле несравнимо ни с чем. Уже 2-й год Ридван Камилов знакомит гостей со своими ползучими друзьями. И, конечно же, угощает их французским деликатесом крымского производства. У нас в Крыму, да и вообще на постсоветском пространстве, улитка не зарекомендовала себя как питание, как еда, потому что не было культуры ее приготовления. Сегодня мы перенимаем небольшой опыт с Европы и знаем, как правильно ее готовить. И после этого она становится на самом деле деликатесом для нас, очень вкусной. Дело в том, что улитка, это, я ее называю наркотик. Если вы сами никогда не ели улиток, сегодня попробуете. Завтра, когда вы будете сидеть где-то в ресторане и в меню увидите улитку, вы на самом деле вот хоть одну порцию, но закажете. Так, чтобы сравнить. А в 3-й раз вы уже будете искать ресторан, где в меню есть улитка, чтобы поесть ее. Поверьте мне, она притягивает очень сильно. Деликатесы из улиток подают в собственных раковинах, приправив домашним сливочным маслом, чесноком, луком и пряностями. Ридванбей охотно угощает гостей улиткой по-бургундски. Как правильно, да, есть улитку? Значит, в первую очередь нужно взять крутон. Берем крутон, ложим на тарелочку. Вилочку берем вот таким вот нестандартным способом. Так. Да. Берем улиточку в руки. И вот смотрите, вот как я показываю, так же и делаем, повторяем за мной. Вводим вилочку внутрь раковины, нащупываем мясо. Нащупали? Да. Прокалываем мясо и вдоль ракушки выталкиваем ее из раковины. Значит, соус, который есть внутри, разливаем равномерно на крутон. Дело в том, что у нас раковина спиралеобразная, и сразу весь соус не выходит. Что мы делаем? Держим ее горизонтально, там, где у нас образовывается раковина, и начинаем крутить ее против часовой стрелки. Так можно сделать раза 2-3, а потом по часовой стрелке медленнее. И вы увидите, как к устью раковины подходит соус. И этот соус снова выливаем на крутон равномерно.
Видите? Такую процедуру можно проделать несколько раз. Радушный хозяин не перестает удивлять познаниями об улитках. Он знает не только их анатомию, но и характер. Ридвамбий, вы сказали, что улитки бесполые, но почему-то эту улитку зовут Джек. Значит, улитки, они не бесполые на самом деле, а имеют два пола, и мужской, и женский. Периодически у них какой-то пол доминирующий бывает. У этой же улитки нам показалось, что доминирует все-таки мужской пол. Почему? Потому что когда туристы его брали на руки из числа мужчин, он спал, он не вылазил. А как только начали брать его девушки, женщины, он начинал вставать активнее. То есть мы предположили, что он все-таки больше мужчина, чем женщина. Ну да, он какой активный. Я так понимаю, что эта улитка несъедобна, она такого большого размера. Большие ахатины в общей своей массе они несъедобные. То есть есть период какой-то, когда их можно приготовить, но лучше этого делать не стоит, потому что можно отравиться. В основном их заводят и держат в домашних условиях для косметических целей. То есть девушки, женщины периодически их ложат на лицо, где она снимает верхний слой роговевшей кожи своим язычком, тут же смазывает все это муцином. Муцин способствует заживлению ран, убирает пигментные пятна, прыщи, угри, морщины, а также обогащает витаминами и минералами. Все, пойду полежу с улиткой. Разведение улиток непростое, но интересное занятие. По словам Ридвана Камилова, ему это дело помогает контактировать с землей, природой и меньше волноваться. У улиточников, говорит он, своя вселенная. В первую очередь спокойствие, наверное. Какое-то внутреннее удовлетворение. Если вы сами прислушаетесь, мы находимся в деревне. Птички поют, тишина, спокойствие. И занимаясь улитками, я вам честно скажу, вот сам человек тоже становится таким же, как улитка, медлительным, спокойным, рассеивается какая-то суета в голове. Это все улитка.